الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Дорогой джамаат, уважаемые братья, имамы, приветствую вас от имени муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмад Афанди. Куддиса сирруху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В первую очередь я приношу свои извинения, то, что немного ждать заставили. Для нас, для парниковых, дорога в горы немного нелегко удается, и время чуть не рассчитали с города, как бы чуть задержались. Но ваше ожидание в доме Всевышнего Аллаха, в прекрасном доме Всевышнего Аллаха, где есть, альхамдулилля, все удобства для ибадата, я думаю, иншаллах, вам зачтется как вознаграждение. Ну, придя сюда, например, я уже несколько раз здесь бывал. Вот особенно село Кахиб для нас, оно особое место имеет в нашем сердце. Ничего нового, например, ни я, ни на меня похожие другие гости не могут вам сказать. Для Ахлу Кахиба, наоборот, наверное, вас послушать. От вас, наоборот, немного информации получить, наверное, в большей степени для этого мы сюда приезжаем. Я последний раз тоже, когда здесь был, я с тем, который меня здесь принимал, у кого я гостил, я даже у него говорил, вы нам расскажите немного о селе, например, о Хасану Устазе Куддисируху, о других, например, Ханариф Куддисируху, чтобы о них то, что мы не знаем, отсюда мамба. Отсюда из источника, например, информацию брать же нам легче бывает. Наоборот, от вас баракатат, с такой целью мы приезжаем. Но тем не менее, мы, уважаемые братья, живем близко к Ахирзаману, и некоторые извне, когда мы говорим, например, мы дагестанцы, альхамдулилля, мусульмане, которые придерживаемся религии ислам, но есть интернет, есть телевизор, вот оттуда нам вливается, как день, когда ливень, дождь идет, вот таким образом, как с ведра вливается вот эта вся грязь, вся нечисть, вся безнравственность в наше общество. Вот такие баракатные места, как ваши горы, они тоже не остаются на стороне, к великому сожалению, потому что доступ в интернет у каждого есть, вот это телевизор у каждого есть, и эта грязь, она как бы наши села тоже заходит, как бы далеко мы не были от этой цивилизации. Нам важно сегодня сохранять своих детей. Альхамдулилля, вот взрослое поколение выросло, не увидев, что такое интернет, что такое телевизор, целыми днями работая, восстанавливая там свои семьи, именно как мусульмане, как горцы. Но молодое поколение, к большому сожалению, немного забываются. В этой связи большая просьба к взрослым, чтобы они воспитывали, напоминали, например, нашим молодым, в первую очередь, кто они, откуда они вышли, кто их предки и так далее. Это очень важно. Именно в русле богобоязненности, чтобы воспитывать наших детей, которых мы очень сильно любим. Мы зачастую, вот, думая о материальном, думая о земном, забываем вот именно те ценности, которые должны быть у нас, у мусульманах, в горцах. У Умар бин Абдул-Азиза есть васият своим детям. У него было, когда он умирал, 11 детей, и из материального он оставил им 18 динаров. 11 детей и 18 динаров наследство оставил. Эти дети, говорят, землю за 4 динара купили, отца похоронить, за 5 динаров саван, мусру, саван купили, оставшиеся деньги они между собой разделили. Через некоторое время дети Умар бин Абдул-Азиза, рахималлах, по 100 лошадей, они говорят, 100 лошадей на пути Всевышнего Аллаха тоже раздавали. То есть через некоторое время Аллах им дал богатство. Хикмат в чем? Умар бин Абдул-Азиз, рахималлах, когда умирал, когда ему спросили, что ты оставляешь наследство своим детям, он сказал, таква Аллах, богобоязненность оставляю, чтобы они были богобоязненными, мои дети.
А если они не будут богобоязненными людьми, рабами Всевышнего Аллаха, я не оставлю им наследство то, что им поможет ослушаться Всевышнего Аллаха. Умар бин Абдул-Азиз, рахималлах, так сказал. Другой же человек, Хишам бин Абдул-Малик, у которого тоже было 11 детей, когда он умирал. Но наследство Хишам бин Абдул-Малик, говорит, оставил каждому из этих 11 детей по 1 миллиону динаров. Огромную сумму динаров каждому, говорит, оставил. Но рассказывает ученые того времени, через некоторое время, говорит, мы видели детей Хишам бин Абдул-Малика, говорит, на базаре попрошайничали, говорит. Потому что им материально оставили без духовности. Поэтому нам важно сегодня, особенно здесь, в этих горах, она есть, сохранилась, эта духовность, и важно эти вещи сохранять. Я везде это рассказываю, где я оказываюсь. Однажды, когда Кахиб ехал, я поворот перепутал и... Да, Урюп попал. Урюп попал, ночью плохо спали, и, вообще не спали ночью, и под утро Урюп попали. И там рано утром, как бывает, не у кого спросить тоже, где мы находимся. И там были молодые люди, которые, девушка была молодая, которая с коровами выходила. Один вопрос, вот мой младший брат, один вопрос я ей задал, где мы? Она сказала, в Урюбе. Даже не повернулась на нашу сторону. Второй вопрос, Ахиб где? Она даже не повернулась и дальше вниз пошла. Вот эта стыдливость, вот эта намус, вот эта вещь, она, альхамдулилля, вот в этих горах есть. Я это восхищенно в других местах это рассказываю. У нас вот аналогичные ситуации, если вот так же, если там где-то на равнине или где-то в других местах, если вот так же спросить, там мы же знаем, как это бывает. И разговаривают, и ха-ха, и хи-хи, и улыбаются, и много чего бывает. Но это рано утром, тем более, ее кто увидел бы, если она поговорила бы, если она там пообщалась бы и так далее. Но вот это яхнамус, альхамдулилля, здесь в горах это есть. Поэтому эту вещь мы должны сохранить. И когда на равнине оказываемся, не нужно сливаться в общество. Вот свое сохранить, а наоборот, там вот эту вещь попытаться распространить. Это важно. Дай Аллах нам тауфик воспитывать своих детей именно в духе ислама, в духе патриотизма, чтобы мы любили свое село, свою малую родину Дагестан, общий дом, большую родину Россию, потому что, альхамдулилля, Всевышний удивительным образом нас сохранил, особенно у взрослых поколений можно спросить. Нам важно сегодня те ни'маты, те блага, которые Аллах нам дал, их распространять. Муфти Удияв Куддисасируху вот 2 дня назад, в субботу говорил, в советское время, говорит, на нас ответственности не было. Когда хукумат, советское время, на нас, на ахлюл ильм, на мусульман, и тогда ответственности не было за да'ват, за просвещение. Если тогда мы умирали бы, например, перед Всевышним Аллахом, мы сказали бы, мы не могли распространять религию. Был запрет. Сейчас, вы посмотрите, запрета же нет. Сейчас на нас большая ответственность. На людей, кто о религии ислам хотя бы чуть-чуть знает. На нас большая ответственность. Потому что есть мечети, разрешают строить мечети, медресе разрешают строить, разрешают говорить о религии ислам. Раньше как было? Сам соблюдай, сам делай намаз, но других не обучай, по-моему, так было, говорят. Поэтому на нас сегодня большая ответственность, чтобы мы о религии ислам говорили, чтобы мы религию ислам распространяли, чтобы мы, уважаемые братья, вот эти ценности религии, вот эти вещи, чтобы сохраняли. Иначе может получиться так, что вроде бы горец, вроде бы дагестанец, мусульманин, но ничего от мусульманства, ничего от горца, от дагестанца, ничего не осталось, кроме как вот внешний вид. Такой может получиться. Поэтому вот это наш характер мы должны сохранить, и в других местах об этом говорит. Поэтому по ильму, проповедь делать и так далее, я даже не думаю, что я вам что-то новое скажу, поэтому... Здесь мутаалимы тоже есть. Они где? Мадраса. Учатся, да, здесь рядом? Да.
одна группа с Асабской медресе сюда отправили, здесь Машаллах. их учат. Особенно ответственность на мутаалимов есть, когда, особенно вот сентябрь, он очень трудный бывает для мутаалима, когда скучает, когда домой хочет, когда кажется, что там хорошо, ну, дома там и так далее. Это самый такой переломный момент для мутаалима. Я попросил бы мутаалимов, например, чтобы они из своего вот режима, например, из своей жизни, пока они мутаалимы, убрали все то, что им мешает, вот все, что их отвлекает. В первую очередь это телефон, да. В первую очередь это болезненная вещь, телефон. У нас вот, когда мы учились тоже, это, например, мне сейчас 30 лет, из этих 30 лет я 11 лет в медресе провел. Телефоны не всегда были. Ну, под конец уже, например, я в 2000-м начал учиться, в 11-м закончил. Вот, ну, 11-м я из медресе вышел, разные медресе менял. Вот под конец уже 2006 год, 2007 год начали появляться эти телефоны. И мы видели, как на глазах портились отличники. Нормальные мутаалимы, которые шли на пятерку, шли с одного раза этот урок уже выучивали, других могли этот урок выучить, а у них появился телефон. Тогда еще с этим, с антенной. Вот такие кнопочные маленькие телефоны у них появились, даже вот этот сенсор, WhatsApp, вот эта вещь даже не было. Маленький вот этот телефон их ильму испортил. Их ильму испортил. Сегодня, посмотрите, время же прошло, кто-то ильму оставил, кто-то до конца не дошел, но это время, оно ушло. Поэтому ваше время тоже, оно уйдет. Хоть вы лежите, хоть вы стоите на месте, хоть вы ильму читаете, хоть что не делаете, но это время уйдет. Но это время обратно не вернуть. Поэтому просьба, тем более здесь в горах, когда вас ничего не отвлекает практически, вот соблюдать 100% адаб к муалимам, к ильму, к книгам, 100% соблюдать график, режим, который в медресе есть, без нарушений, если вы проведете вот это мгновение в медресе, вы будьте уверены, без капли сомнения, Аллах вам все даст в этом. Все, что вы хотите, все вам даст Аллах. Хотите мир увидеть, Аллах вам это тоже даст. Хотите материальное положение, Аллах вам это даст. Быть знаменитым, популярным, Аллах вам это... Что вы хотите, Аллах вам все это в жизни даст. Но вот это время, которое вам Аллах дал для ильму, наберитесь терпения, читайте ильму, то есть не оставляйте. Если муалим говорит, вот это дарс 10 раз читай, 10 раз надо читать. А все остальное Аллах на себя берет. Вот в этом вы без капли сомнений будьте уверены. Это я как человек, который через себя это, ну, на себе это почувствовал, видел, я вам это говорю. Это то, что нам наши муалимы тоже говорят. Все, что вы хотите в этом мире, Аллах вам даст, только вот это адаб и ильму не оставляйте. Если вы адаб и ильму оставите, ничего хорошего в этом не будет. Как только оставите, хоть один день адаб и ильму оставите, Аллах Та'ала, ну, безбаракатность этого покажет. Поэтому вот трудности, которые вы сейчас видите, они абсолютно незначительные по отношению к тем трудностям, даже вот Хасан Хаджи, Мухаммад Хасан, да? Вот имам, как вот взрослое поколение, которое видели трудности, то, что видели, это то, что сейчас молодые видят, например, мы видим, это абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Поэтому просьба адаб к ильму не оставлять. Вот если есть муалимы, например, я попросил бы их, вот этим мутаалимам молодым, им нет-нет делайте экскурсию к тем местам, где раньше ильму читали. Точки, да, назывались. К этим точкам экскурсию делайте, чтобы қимат делать, например, ценить тот ни'мат, который Аллах вам дал. Вот в этих точках, например, абсолютно небольших комнатах 10-12 человек, не выходя годами там. Это их и казарма, и кухня, и класс, все в одной комнате, например. Или как бывало, например, вот здесь сарай, вот здесь хайваны, вот здесь ильму читали. В разных местах здесь читали. Поэтому нет-нет, вот этим точкам экскурсии, если получается делать мутаалимам, показать им, вот здесь наши муалимы, наши устазы, машайхи, они вот здесь читали ильму. Поэтому
я призываю это дни, которые Аллах дает вам, ценить. Вирды, особенно те, кто в тарикате, вирды не пропускайте, не оправдывайтесь тем, что вы заняты знанием, не оправдывайтесь тем, что вы заняты работой и так далее. Вы просто на секунду задумайтесь об одной вот вещи. Вот любой из нас может сказать, у меня много работы, полпред может сказать, районный имам может сказать, у нас там занятости, работа, я что-то занят, суета, вирды не успеваю делать. Вы представьте себе, муфти Республики Дагестан 20 лет муфтием, вот в этом году 20 лет муфтием работает, с 98 года. Будучи муфтием, вот мы говорим имам, районный, полпред, там, муаллим, мутаиль и так далее, но будучи муфтием, у которого самое много работы, он до уровня устара дошел. Вот это же просто так не дается. В совершенстве на вирды тоже время же находил. Вирды же не пропускал. Поэтому те, кто вирды делает, вы эту вещь не пропускайте. Совершенство делайте вирды. И не нужно оправдываться тем, что мало занят, там, не успел и так далее. У каждой вещи бывает свое время. У уроков свое время, для вирдов свое время. Вот у каждой вещи, если распорядок сделать, вирды вовремя, уроки вовремя, сон вовремя, отдых вовремя. Тогда будет порядок. Я желаю себе, нам всем, тауфика в религии, истикамата, хуснул хатимата. Пусть Аллах вот так вместе соберет нас с нашими любимыми людьми в судный день в раю, иншаллах, с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Если у вас есть что спросить у муфтията, в работе муфтията, замечания, предложения, очень нуждаемся мы в предложениях, пожалуйста, я перед вами хотелось бы от вас тоже услышать. Мутаалимы, у вас с книгами как? Книги всем хватает вообще? Первый курс. Первый год. Стипендию дают хорошую, кто учится? Что это такое, да? Стипендия – это деньги. Стипендия. У кого нужда есть, например, в книгах, вы эти вещи должны говорить. Вот эти мухаллимы, которые в медресе, они вот просто тоже по себе знаю. Я приходилось некоторое время и уроки давать в медресе, и воспитателем быть в медресе приходилось. По себе знаю, как к родным братьям я относился, к сверстникам тогда. Были младше меня тоже, но в любом случае, когда ты воспитатель, когда ты муаллим, по себе знаю, как к самым родным, к младшим, как к младшему брату, старшим, как к родным братьям относился я, например. Вот такое отношение бывает. То есть хочется, чтобы у них, у мутаалима было все. А особенно, кто повзрослее, они как к детям к нам относятся. Тем более мы знаем, муфти, как относится к мутаалимам. Поэтому, если вам что-то не хватает или что-то вам мешает в ильму, вы об этом обязательно говорите. Потому что мы со своей стороны будем делать все, чтобы у вас был комфорт для изучения ильму. Нам дуа делайте тогда в хорошем месте, особенно мутаалимы. Ахибы учатся, и здесь есть столько зияратов, столько мест хороших. Алхамдулиллах раббил аламин. فاتحة.